Селям алейкум. В етері телеканалу АТР я Айдар Муждабаєв. І сьогодні у нас буде велике інтерв'ю, майже годинне інтерв'ю з людиною, яку я дуже поважаю, яка давно вже не живе в Росії, але на відміну від багатьох слідкує за тим, що відбувається в Рейху, і які там процеси йдуть в той чи інший бік, аналізує це. Це відомий публіцист, соціолог, тощо аналітик політичний Ігор Ейдман. Пане Ігоре, привіт вам. Привіт, Айдар. А ще я хочу нагадати, що Ігор Ейдман живе в місті Берлін, тобто і питання, які стосуються політики в Німеччині, ми також можемо з ним вільно обговорювати. У нас багато часу, Ігоре, тому я просто, і ми давно вже не бачилися в етері, не спілкувалися, я лише читаю. До речі, всім раджу підписатися на YouTube Ігоря Ейдмана, він там, і не Телеграм, так само, він телеграм-канал Ейдман Ньюс створив. Я на нього теж підписаний, всім раджу. Тобто свіжа аналітика, твереза, вона нікому ще не заважала, тим більше зараз. І ось ми перетнули, Ігоре, Новий рік, да? І навіть це Різдво, обидва Різдва, так би мовити. І в Києві тут знакова подія була. Вперше Українська церква святкувала в Лаврі, яка була захопленою багато століть загарбниками російськими. Це відбулося нарешті завдяки перемогам і завдяки спротиву героїчному Збройних сил України. А тим часом фюрер російський оголосив якесь там перемир'я, на яке ніхто звернули увагу, в тому сенсі, що сказали, що ти несеш. Типу, да? Навіть коментувати немає чого, але він все ж таки це сказав, там патріарх так званий ФСБшний Кирило висловлювався. Що це? Я, до речі, так і не зрозумів, що це взагалі було, навіщо, хто його за язик, так сказати, тягнув, і що це була за вистава? Вистава – це спектакль. Я переходжу на трофейну мову, щоб тобі простіше було. Що це був за спектакль дурной? Что-то у нас в театре Карабаса, сам Карабас вышел на сцену и начал что-то какую-то чушь нести. Зачем? Я думаю, что это он не по своей воле это сделал. Я думаю, на него надавил Эрдоган. А дело в том, что как раз непосредственно перед этим объявлением были же у него переговоры с Эрдоганом, и Эрдоган, по сообщениям западных СМИ, в том числе немецких, он как бы продвигал идею для Путина, да, одностороннего прекращения огня. Значит, причем это такая очень хитрая идея. Дело в том, что Эрдоган крайне заинтересован, чтобы путинский режим продолжал существовать. Потому что пока живет Путин, да, значит, весь мир и западный свободный мир, он, значит, разбирается с Путиным, а Эрдоган может безобразничать и как у себя в Турции, так и в других местах, там, в Сирии против курдов и так далее. И так далее. Интересная версия, я такое еще не слышал, интересно. Это первое. А второе, он еще и деньги делает конкретно. Он и связанный с ним государственный и частный бизнес турецкий деньги делает на санкциях против России, потому что Турция же к ним не присоединилась, поэтому и нефть они могут покупать, значит, с дисконтом, и газ, ну и, в общем, любые всякие, как говорится, здесь шахер-махеры делают с Путиным и на этом деньги зарабатывают. Поэтому он ему, с одной стороны, нужен. С другой стороны, конечно, Эрдоган не хотел, чтобы Путин выиграл эту войну, поэтому он и Украине тоже отчасти помогает, по крайней мере, не запрещает там ей продавать некоторые виды оружия и прочее, прочее. Потому что, конечно, Эрдоган, как человек образованный, он знает прекрасно, что один из главных врагов Российской империи всегда была Турция, и Российская империя всегда хотела ее уничтожить и захватить в том числе Стамбул и проливы. Это бредовая идея еще при Екатерине II, столь любимой Путиным была широко обсуждалась, и даже наследника престола, да, внука Екатерины, Константина, назвали с претензией на то, чтобы обеспечить для него византийский престол. Так что, конечно, Эрдоган не хочет, чтобы Путин выигрывал эту войну, но и чтобы он проигрывал эту войну, тоже не хочет. И поэтому он решил протянуть руку, что называется, помощи своему коллеге-диктатору.
что такое вот было бы объявление одностороннего прекращения огня? Это, по сути, возможность заморозить те территориальные захваты, которые Путин получил, остановить украинскую реконкисту такую и спасти его режим от неминуемого краха. Потому что каждый день этой войны, активной фазы этой войны, он приближает этот крах, и Эрдоган, как человек, в отличие от Путина, адекватный, не понимать этого не может. Так что предложил он вот эту идею одностороннего прекращения огня. Он думает, что если Путин бы такое сделал, да, реально, подчеркиваю, то Запад через какое-то время бы сказал, ну а что, Украина же тоже, наверное, должна остановиться тогда, раз Путин остановился. А дальше, типа, будем продолжать ей помогать, но в другом качестве. Не оружием, там, предположим, а экономически. То есть это был очень хитрый, подлый был ход, такое коварство, такое понятное. Но Путин подачу это не принял. Он, потому что живет в своем шизомире, у него там все хорошо, они там у него в фантазиях, видимо, еще побеждают какие-то, берут, значит, там сотый раз Бахмут или что-то в этом роде. И он, гора родила мышь. То есть он, конечно, не пошел на это одностороннее прекращение огня реальное и бессрочное, а объявил вот такое, значит, ну, пародийное, что ли, прекращение огня на полутора суток, и причем тут же его нарушил. То есть, по сути, он эту подачу не принял, руку помощи, которую протянул тонущему российскому диктатору его коллега Эрдоган, он не принял, и результат мы видим, что это абсолютно, что называется, был, грубо говоря, пук в воду, да, весь, то есть все это ушло абсолютно в гудок, никого толка от этого не было, западные страны на это не купились, ни одна страна не сказала, что о, Путин молодец, все такое. И в Украине все прекрасно поняли цену этого лицемерного этого перемирия в кавычках, да, дары донайцев от Путина и патриарха никто не принял. Поэтому все это очередной провал и российской внешней политики, и в российской пропагандистской машины тоже. Может быть, там в России кто-то это всерьез воспринял из быдла массы около телевизора, но не в мире, и я уверен, что и в Украине тоже никто это, конечно, всерьез не принял. Не, ну вообще, когда ты, я прошу прощения, когда ты объявляешь прекращение огня, это нужно согласовывать со стороной, с которой ты воюешь. А здесь это вывело, то есть это никто не поверил в это даже на секунду. Байден просто что-то там сказал, типа опять что-то там кто-то там испражнился, что-то пахнет. Ну то есть, а вообще как ты оцениваешь вот уже тотальное нежелание никого даже просто реагировать, не то что говорить с Путиным, а реагировать на то, что он говорит. Я это отметил уже Макрон. Ну, для меня показатель Макрон. Это последний из великих политических деятелей европейской современности. Да? И вот остался Эрдоган, который, ну, действительно там по долгу какого-то, вот, по долгу миссии своей какой-то усталый, да, с ним еще там что-то предлагает. Но, в принципе, он тоже понял, наверное, что это с этим товарищем результата нет. Вот как ты оценишь, о чем свидетельствует такая манера реакции, ну, подавляющего большинства руководителей мира там и Запада, ну, кроме Орбана, конечно, вот на то, что делает и говорит Путин? Я думаю, что ситуация какая, что они, конечно, до последнего пытались руководствоваться основным принципом западных людей, что хороший, вернее так, плохой мир лучше доброй ссоры, и что нужно со всеми пытаться договариваться и так далее, и так далее. Что насилие это хуже всего. Но потом они уже поняли, что как бы, ну да, террорист, мы пытались с ним договариваться, чтобы он освободил заложников, там сдал оружие, но он, кроме того, что он террорист, он еще абсолютно неадекватен, он абсолютный маньяк. С маньяком договариваться бессмысленно. Его можно только забалтывать, да, а параллельно, чтобы при этом снайпер на него наводил, что называется, оптический прицел. Но больше ничего. Другого варианта переговоров с Путиным сейчас цивилизованные страны не видят. Только так. Только если кто-то ему еще и позвонит, то можно быть уверенным, что это делается только для того, чтобы он просто пока его тушат, да, не успел наломать каких-то особых дров, чтобы его как немножко усыпить его безумные бдительность параноидальную и не допустить его каких-то движений слишком уж резких, там, связанных с ядерным оружием и прочее, прочее. Так что путинский режим уже и выпилили из карты мира. То есть там дырка, обуглившаяся по краям, по российским границам дырка. То есть никто с ним договариваться не будет. Те же немцы, они, конечно, не вычеркивают Россию из
что называется, своего политического кругозора, но они уже не представляют никаких взаимоотношений с нынешними российскими властями. Это очевидно, здесь есть консенсус между правящими оппозиционными партиями, и за исключением двух маргинальных партий, АФД и Линки. Причем даже Линки, несмотря на то, что они всегда поддерживали Путина, они сейчас его осуждают, но они, правда, очень лицемерно это делают, при этом они осуждают и поставки оружия Украине. Смотри, ну, исходя из такой логики, вот что мы имеем. Путин, который всеми руками и ногами пытался вывести на диалог с собой Байдена, Запад, да, получил дулю в лицо, от него просто отвернулись, спиной повернулись к нему. Значит, плюс еще, ну да, и вот я видел заявление буквально днями, там Патрушев или кто-то, один из, значит, вот этих сопровождающих пациента, значит, сказал, что мы не воюем с Украиной. Ну, мы же знаем, что они с Украиной-то не воюют, они просто нас убивают, но не воюют, да. Вот, значит, воюют они с НАТО. Как это выглядит изнутри? Вот как фюрер, когда он ведет там народ на бой, на убой, там, да, мы видим, что происходит там, про эту мобилизацию хотел тебя спросить и так далее. Чем он мотивирует своих подданных, ну, кроме денег, это самое банальное, это понятно, да, это всегда учитывается в расчетах. Чем он мотивирует, какие перспективы победы он им рисует, вот что он, и насколько вот он может долго водить их за нос, то есть нет побед, побед нет, нет побед, да, но фюрер все равно великий, и надо идти за него умирать. Вот там видел поле, усеянное этими вагнеровцами или кем-то там мобилизованными, они реально воюют волновыми атаками, но это выглядит все ужасно, и как бы, и главное, ни к чему не ведет. Вот какую перспективу видит фюрер, и что он рассказывает своим подданным? Да, фюрер, я уже говорил об этом, он вот в последнее время, перед Новым годом, же он активизировался, не Мгм. слезал буквально с российских телеящиков. Он, значит, выступил, значит, в роли такого не главнокомандующего, а главноуговаривающего, главноуспокаивающего. То Мгм. есть он, это, кстати, хороший признак. Это значит, что он чувствует, и, видимо, информация такая подходит, что население это уже начало волноваться, и вопросы-то себе, которые ты задавал, и оно тоже себе задает. И он начинает это население уговаривать: не волнуйтесь, все у нас хорошо, значит, экономическая ситуация получше, чем в других странах, я практически его цитирую. Значит, и войну мы ведем нормально, курочка по зернышку, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Так что и он, и пропаганда сейчас уговаривает людей, что типа не волнуйтесь, победы будут, не, вот это, значит, победобесная религия, она же требует побед. Без побед, это, что называется, это как такое таинство такое, да. 9 мая хорошо, но им же нужно повторить, нужно регулярно что-то как подбрасывать в этот безумный костер победобесия, дровишки какие-то в виде каких-то мнимых или реальных побед. И они их успокаивают, успокаивают, успокаивают. Но, как я уже говорил, невозможно долго, скажем так, водить людей так откровенно за нос невозможно. Даже самых недалеких людей все равно им нужно что-то предъявить. А предъявить ему нечего, и это пока очевидно. Пока. Идеологически этот режим слаб. При том, что они, как я уже сказал, есть такая религия победобесия, ее там внедрили, люди сидят на этом наркотиках и ждут, значит, как такие дикие племена людоедов, да, ждут, что им каких-то приведут сейчас пленников, которых можно сожрать. Но этого ничего не происходит, во-первых. А во-вторых, эта религия, она очень поверхностная. Она поверхностная, она не вошла, что называется, в плоть и кровь российских граждан. По большей части ей увлекается только телеаудитория, которая стремительно стареет. Молодежи и людям трудоспособного времени возраста это как-то все довольно по барабану. И они все больше и больше ропщут. Я думаю, что по мере дальнейших неудач в войне, особенно если они такие будут позорные, весомые, грубые, зримые, поддержка ее и поддержка Путина будет сокращаться. Причем не только в населении, но и, что более важно, в правящей верхушке. Потому что правящая верхушка тоже, легитимность Путина в правящей верхушке держится на том, что наш пахан всех других типа сделает, что он у нас такой самый крутой, такой победный паханюга. Понимаешь, а если Пахан облажался, если Акела промахнулась, а Путин, значит, публично, как и президент Южного Судана, обмочился фактически, да, то его перестанут воспринимать как пахана. Все, они задумаются каждый, а если он такой слабый и неудачник, я лучше буду паханом. Я принесу удачу, там скажет какой-то Пригожин, я не знаю, Кадыров, кто угодно.
Патрушев, неважно. Вот. И раскол в элитах еще более страшная вещь для авторитарного режима, чем потеря поддержки среди населения. И это, мне кажется, все тоже неизбежно при условии, конечно, что война будет вестись так же неудачно или даже еще более неудачно, чем она для России, естественно, чем она ведется сейчас. Генерал Валерий Залужный, главком ЗСУ, ну и многие аналитики тоже предполагают, что он все-таки решится вот этот, как я его называю, последний поход на Киев совершить, ну или попытается отрезать Киев не непосредственно на Киев, не только или не только непосредственно на Киев, но попытается отрезать Украину от Польши, грубо говоря, то есть направление ровно, примерно так вот, да, от западной части страны отрезать вот эти главные трассы, по которым идет снабжение, боеприпасы, там, вооружение и так далее. Ну, в принципе, это то, вот, что попытался сделать, наверное, Гитлер после поражения под Москвой, неудачной попытки взять Москву тогда в Советского Союза. Вот, и он начал отрезать от путей снабжения нефтью, там, ну и вообще там от юга, значит, пошел на Сталинград, да. И вот как тебе такая версия? Вот просто он ради чего он собирает этих 500 000, говорят, уже, значит, этих мобилизованных, как он их поведет там за собой, перед собой, рядами, колоннами, чего он хочет добиться и как вообще это будет подано населению. Это мы вот сейчас вот все встанем и все пойдем, и как один мы умрем в борьбе за это, мы сейчас вот захватим Украину, ну не получилось за 3 дня, но вот сейчас мы соберем все живое, что еще шевелится, раздадим автоматы Калашникова, значит, и вперед. Вот как это, на что он рассчитывает в военном плане? Я думаю, что он даже, ты правильно вспомнил Гитлера, да, он очень часто копипастит, да, Гитлера Путин у нас. И он, безусловно, пытается, как Гитлер пытался переломить неудачно складывающийся для него ход Второй мировой войны на Восточном фронте, контрнаступлений. Причем и Сталинградская битва была, как бы начиналось контрнаступление немецкого, и Курская битва, она произошла в результате с того, что советские войска сорвали контрнаступление немецких войск. Путин тоже, как утопающий за соломинку, хватается вот за идею какого-то как и Гитлер, какого-то контрнаступления мощного и думать переломить этим ход войны. Но, как я уже сказал, да, у него вероятность того, что он повторит Гитлера не только в том, что попытается пойти на контрнаступление, но и в том, что контрнаступление приведет к поражению его армии и ускорит крах российской военной машины всей, вероятность это очень высока. Я думаю, что теоретически вот такую войну окопную, да, длительную, артиллерийскую Россия могла вести довольно долго. Она, артиллерийских снарядов у нее хватает, ракеты примитивных советских тоже есть, пушечное мясо не переводится, и они бы могли так перетаптываться где-то в районе Бахмута довольно долго. Но я думаю, что вполне вероятно, что действительно такая новая военная авантюра путинская, она как раз приблизит развязку этой войны, приблизит крах путинского режима. Вполне вероятно, что это произойдет, как ты сейчас описал. Я не военный эксперт, мне трудно там какие-то направления наступления сейчас придумывать, да, я в этом ничего не понимаю. Но сама идея наступления, как вот скорее даже не военная, а политическая идея, что нужно переломить ход, ему нужно выиграть эту победу, ему нужно, понимаешь, он же сейчас в шоке, он же получается так, что ему не впервые в жизни, да, не удается реализовать свои бредовые планы, все ему вообще как бы, ему всегда, он был везунчиком, он совершенно на халяву получил президентское кресло, даже не борясь особо за него, просто ему, что называется, пришли Таня с Валей и на блюдечке с голубой каемочкой поднесли к президентский трон. Он на халяву получил сытые годы высоких цен на нефть. Вдруг резко при нем цены поперли. Я же помню прекрасно, как в конце 90-х там тогдашние ельцинские правительства, там, реформаторы эти так называемые, они там психовали, цены 10 долларов за баррель, что делать будем, как платить, чего, откуда бабки. А у этого, как бы мягче выразиться, недоумка, да, у него поперло чуть за 100 евро.
баррель. И все как бы ему везло. И Крым ему удалось отгрызть довольно, то есть практически без всякой, без шума и пыли, что называется. И так далее, и так далее. И вдруг вот в этом году он наконец-то взорвался до такой степени, что я и предполагал, что не рассчитал просто свои силы элементарно, предпринял абсолютно бредовую авантюру, которая не имеет ничего общего с каким-то рациональным поведением. И здесь он попал, естественно, в тяжелую, сложную ситуацию. Он понимает, что затягивание этой войны развенчивает его миф о нем как о победителе, как успешном каком-то лидере, квазиимператоре российском и прочее, прочее. Ему надо всеми силами, всеми правдами и неправдами как-то переломить ход событий. И вот такая попытка наступления, она в эту логику очень хорошо вписывается. Но кончится она, как я уже сказал, только тем, что крах его режима ускорится. Она только может ускорить это, все процессы, о Смотри, которых я говорю. вот было это заявление каких-то вдов России, не знаю, говорили, что фейк, не фейк, неважно. Все равно мы знаем, что Путин никогда на себя всю ответственность не берет. Это исключено. Обязательно народные массы, ширнар-массы, значит, они просят, естественно, и так далее, мобилизовать их, убить, там, все как положено, как это принято в этой империи. Вот. А не кажется ли тебе, что Путин, может быть, рассуждает так? Ну, допустим, он даже, может быть, уже и не верит в свою победу до конца, да? Ну, как бы вреда максимально нанести он Украине может, обстрелами, там, энергетикой, там, максимальным уничтожением экономики, которая действительно сильно упала, ну, понятно, война и все такое прочее. То есть максимально нагадить. И заодно собрать максимальное количество людей вот, со всех регионов, в том числе из столиц, там, да, которых почти не трогали и так далее, чтобы в случае чего он как бы дает понять народу: вы же этого хотели, вы же меня любили всегда, и я всегда вас вел за собой, но давайте, и если уж не победу, то и поражение тогда со мной тоже разделите, да? Значит, мы вот вместе попробовали, все напрягли все наши силы, поджилки, по сусекам поскребли там, да, вот, последних наркотиков там ширнулись, вот, пошли вперед. Кстати, про наркотики это не шутка никакая. То, как они идут в атаку, тут вот уже берут кровь на анализ. То есть понятно, что это не то. Да, они в окопы забегают там в украинские, там, ну, такое бывало тоже. В одиночку, там, двое. Вот. Значит, что он хочет показать как бы вот своему народу, что мы же душа в душу жили, когда было хорошо, когда было дорого, когда нефть была высокая и проблем не было. А вот сейчас давайте вместе пойдем, да, и ваши мужья, да-да-да, и вот ваши тоже, и ваш муж тоже, вот и ваш, и ваш, да. И в итоге он соберет все, что можно, и пойдет в этот бой, даже независимо от того, верит он в его победу или нет. А что вот он будет делать в случае, ну, в случае, на мой взгляд, неминуемого поражения все равно, да, ну, потому что невозможно так воевать, это тупик эволюции, да, вот как он будет это объяснять, что он будет своим говорить, какие, так сказать, новые перспективы обрисовывать, там, я не знаю, оборону уже будут там Москвы строить, там, объединять уже на основе обороны, опять же, вот война же с НАТО идет, по их версии. Я думаю, что Путин и его режим и поражение не сочетается, в принципе. Почему? Потому что как бы такая идеологическая, что ли, легитимность Путина, она основывалась на вот этой идее победобесия. И он позиционировал себя всегда как правитель, как приносящий победы. Значит, в качестве правителя, который, значит, которым нужно затянуть пояса, это еще возможно, да, но ради величия. Но в качестве правителя, который облажался, которого значит, пинками выгнали из Украины, Но мы же который вместе авантюры, облажались, ну мой народ, ну мы облажались вместе, скажет Путин, ну вот мы это вместе нет, проиграли. он не может так сказать, он не может так сказать. Это психологически несовместимо с ним. Мы облажались вместе. Слово «мы облажались» он произнести не может. У него он глубоко закомплексованный человек с явно, как минимум, пограничными расстройствами психики, а как максимум просто безумный. Значит, и он, конечно, он не может никогда в жизни ни себе, ни окружающим не может признать поражение. Такого рода люди, они не могут даже из своих корыстных соображений признать поражение, притвориться, значит, пожалейте меня так. Знаете, политики же разные бывают. Вот Гитлер такой был. Он мог идти только вперед. Он не мог признать поражение ни в коем случае. И он так и пер вперед, пока позволяли ему, значит, другие страны. А потом, когда он начал, когда маятник очнулся в другую сторону, он продолжал до последнего надеяться на какую-то победу. Он же даже не припытался какие-то сепаратные переговоры вести. Гиммлер пытался, значит, Геринг пытался, а он нет, Гитлер нет. Он, Ну там, и этот, Путин, судя по всему, тоже не пытается.
Не будет, не будет. Мне тоже кажется, что не будет. Он будет переть до конца, пока его просто физически не уничтожат или не поместят, не повяжут, значит, не вколят там какого-нибудь галоперидола с аминозином и не привяжут к койке где-нибудь в казанской спецпсихушке или в психиатрическом отделении Гаагской тюрьмы. То есть вариант только один. И я думаю, что руководство российское, приближенное Путина, они это понимают. И это повышает шанс на то, что может произойти какой-то внутри России, какой-то переворот. Почему? Потому что они, конечно, его боятся больше всего на свете, но не если они уже не могут не видеть, что он ведет не только страну, но страну не поливает, а их режим, их личные семьи, их собственность к краху к полному, то в этот момент какой-то, при том, что они друг друга не доверяют и ненавидят друг друга, они могут объединиться, как объединялась российская верхушка преступная тоже, против Берии или против Хрущева, или, если еще раньше брать, против Павла Первого. То есть главные соратники, друзья, единомышленники, воспитанники, можно сказать, объединялись против своего благодетеля и в первых двух случаях уничтожали, я имею в виду Павла и Берию, а во втором случае Хрущева просто отправили куда-то на дачу. Причем Путина, конечно, на дачу не отправят, потому что он, в отличие от Хрущева, будет опасен для тех, кто его сверх, в силу его, опять-таки, психологического склада. Его или просто запрут так, чтобы он не выпустился, или уничтожат Нет, физически. но его, Так наверное, что, в идеале-то нужно сдавать в Гаагу, как бы. да, это как Для... бы хороший вариант, а этим же они смогут пытаться откупиться. Вот как сербская элита фактически Да, да. откупилась тем, что сдали Милошевича, сдали там Младича и прочих военных преступников. Причем мы же видим сейчас по нынешней Сербии, что идеологически-то она не сильно изменилась, там идеи-то похожие циркулируют, что и были при Милошевиче, но тем не менее эта же элита, по сути, это Милошевича сдала. Поэтому я думаю, что вполне вероятно, то есть я совершенно не удивлюсь, если условный Патрушев сдаст условного Путина в Гаагу в обмен на то, чтобы его, значит, не отматывать себя и своего сынка и продолжать успеть делать деньги и карьеру, как они это делали. Там же целый клан уже. Понимаешь, они же говорили, тот же Патрушев, он говорил, что теперь новое дворянство будет в лице вот этих чекистских выкормышей. Они же ставят, они надеются, что они наворовали уже не только для себя, но и не знаю, потомков там в десятках поколений дальше, что Так все они их же реально так наворовали. Так они и стали новым дворянством, только еще да, круче. У них недвижимость была по всему миру. И да, все это к чертовой матери пропало, нажитое непосильным трудом. Вот это вот шуба, куртка кожаная да, 5 штук и так далее. То да, есть виллы и так далее. То есть, в да, принципе, по факту он им жизнь испортил. Но, опять конечно. же, по факту, что они ему могут предъявить? Это же они богатыми стали благодаря ему. Пахан же разрешил. Он их холил, лелеял и кормил. И давал все. Ну, исходя из этого, можно также сказать, да, а что Хрущев, предположим, с Микояном и с другими российскими советскими еще руководителями предъявляли Сталину? Это же он им сделал карьеру, это же благодаря ему шахтер Хрущев, значит, стал генсеком, да, а сын бедных армянских, не помню, лавочников, по-моему, но очень бедных, это точно, Микоян стал там одним из руководителей Причем он их государства. еще же не убил, в отличие от других. Он их Да, любил и да, не да, убил. Да. да. Он их не любил, но в отличие от папа, у которого была собака, не убил их. Да, но они его, тем не менее, свергли с пьедестала и с удовольствием вытерли об него ноги. Ты знаешь, еще есть какой момент? Вот мне в одном интервью корреспондент мне говорил, слушайте, ну как такое может быть? Вот вы видели, вот как Нарышкин, значит, просто мандражировал от страха откровенно, когда Путин на него наезжал на Совете Безопасности. Так я говорю, так еще тем больше у Нарышкина теперь мотивации расправиться с Путиным, отомстить ему за собственный страх и за собственное унижение перед ними. Как Хрущев в свое время мстил явно тому же Берии, Сталину за унижение перед ними многолетнее. Так что мотивация-то у них есть. И технически это все сложно сделать, я думаю. Но мотивация 100% есть, поэтому это все-таки возможно, они найдут какие-то технические методы проведения этого заговора или этой операции. Ну вот я говорил на пару недель назад с Юрием Фельштинским, наверное, ты в курсе, кто это, да? Он Конечно. очень трезвый, очень разумный человек. И, в принципе, мы с ним вот сошлись во мнении, что рассчитывать на заговор не приходится. Ну, как бы вот по-трезвому рассчитывать не приходится. То есть
То есть гипотетически по логике, ну как бы вот он логичен, да, потому что он действительно жизнь испортил Мгм. сотням Да. людей вокруг себя, тысячам людей вокруг себя, да, но по факту физически это невозможно. Вот как бы что может или должно произойти, что станет необходимым условием, недостаточным, но необходимым для того, чтобы вероятность физического устранения, каким бы то, ну, физического наручника или как-то угодно, да, по-другому, вот, от власти, что должно произойти? И они все равно будут чего-то ждать, они же не будут ни на что, они нерешительные люди эти, и вовсе, товарищи. Нет, произойти-то понятно, что еще более быстрое движение российского режима к катастрофе, в том числе и военной в Украине. Это первый вариант, ну, то есть поражение армии, бегство ее и так далее, унизительное для Путина. Это первое. И второе, если они поймут, что он там готов применять ядерное оружие, то есть вести страну к ядерной катастрофе. У них же дети у всех. У Путина, правда, тоже куча детей, но он безумен, а они-то, я думаю, нет, они вполне циничные люди, расчетливые. И как они могут сговориться? Вот опять-таки у меня тоже же такой разговор был с одним журналистом. Он мне говорит, говорит, они же, ты посмотри, вот они же такие, разве это типа орлы, которые могут устроить какой-то переворот или что-то в этом роде. А теперь вспомним постсталинское руководство СССР, да, и вообще вот те, кто, например, ликвидировали Берию, да, или сняли Хрущева, это же были люди, ну, откровенные, тот Леня Брежнев, например, абсолютные не орлы, люди довольно трусоватые, значит, и во многом, и они уже не очень, кстати, молодые, все и не очень здоровые, но тем не менее они просто сговорились и сделали это, хотя они рисковали определенным образом, например, когда Берию и боялись, действительно боялись, что называется, голова боится, руки делают. Они реально боялись, когда они Берию свергали, что он упредительный какой-то удар нанесет им, и прочее, прочее. Но тем не менее сговорились. И, кстати, отношения у них были всех хреновищие между собой. Хреновище, так же, как у путинского окружения. Но и это не помешало. Сговорились, не доверяли друг другу, но сговорились. И поэтому я считаю, вот мы с тобой говорим сейчас, обсуждаем эту тему, а вполне вероятно, я не исключаю, я не утверждаю, но и не исключаю, что где-нибудь там в каком-нибудь охотничьем домике сидят какой-нибудь там Собянин, Мишустин, там Патрушев-младший, возможно, еще какие-нибудь там генералы, обиженные Пригожиным, значит, и сговариваются о том, как они будут вязать Путина. Все может быть, Но все. вообще, ты вот так, все аргументы так, как бы общие такие, а вот то, что ты сказал, что действительно, ведь Берию свергла выхолощенная элита, абсолютно. То есть это были самые трусы из трусов, самые ничтожества из ничтожеств, которых просто он оставил в живых, потому что не видел в них никакой угрозы. Вот, ну, самых плюшевых игрушек вот просто оставил, и тем не менее, да, вот они такого монстра, действительно, тут есть логика какая-то. Ну, хорошо, давай же дофантазируем до конца эту историю. Ну вот, предположим, товарищ Путин арестован, там заперт в имении, в бункере, по телевизору появляется, не знаю кто, Собянин, Иванов, Петров, Сидоров там и так далее, и говорит, вот вы знаете, ну, а что вот они скажут? Заболел, устал, мы продолжим его курс, пока он там не выздоровеет, там, или они сразу скажут, что долой культ личности, значит, он все перетянул на себя, с братским украинским народом ввел нас в такую ужасную войну, мы просим прощения у всех, и украинцев, и у своих погибших, там, которые вот они вот вынуждены были из-за этого вот полоумного вот и так далее. Вот что они будут, как этот спектакль может играться, вот из пропаганды, и с ними, да, и что Кадыров будет делать, словаться в десна с Пригожиным, или вести свои полки на Москву, там, например. Что это может быть? Я думаю, что этот спектакль будет в нескольких действиях. Мгм. В первом действии они не будут его сильно ругать, они просто скажут, что Владимир Владимирович Путин в силу стойкой невозможности осуществлять свои полномочия в согласии со статьей такой-то Конституции Российской Федерации временно отстранен от исполнения своих служебных обязанностей, справка или решение врачебного консилиума прилагается. Дальше прилагается, подписано профессор там, Виноградов, там, профессор Пригожин Рабинович. и санитар Кадыров, да? Ага. Да, ну типа.
Значит, да, это следующий шаг. Потом они, естественно, Пригожина, конечно, к ногтю, потому что он там уже оборзел окончательно, он там на всех батон крошит. Медведева сумасшедшего к ногтю. С Кадыровым договорятся. Кадыров абсолютно беспринципный чувак. Они скажут ему, мы тебе бабки будем продолжать платить, сиди тихо только. Значит, и потом начинается следующий ход. Следующий ход, они будут говорить, оказалось, что он не просто, значит, болел, но и совершил ряд неадекватных поступков. Например, начал войну с братским народом Украины. Войска отводятся, и так далее. Из тюрьмы выпускаются политзаключенные, потом решает, кто там сможет договариваться с Западом и с Украиной о каком-то мире дальнейшем. Я думаю, что они будут, ну, вступят, поэтому будут вынуждены вступить в коалицию с оппозиционерами, которые сейчас в тюрьмах сидят, и если те с ними согласятся вступать в какую-то коалицию. То есть начнется какое-то уже какое-то движение политическое к демократии, туда-сюда, что нужно проимитировать выборы, потому что нужно с Западом договариваться. Понимаешь, с Западом нужно договариваться не только потому, что они войну в Украину проигрывают, они проиграли уже проиграли экономическую войну с Западом и потеряли огромные рынки сбыта своих природных ресурсов и прежде всего энергоносителей. Они потеряли они сами, вернее, Путин фактически сам, значит, забил да, жесточайшим образом ту корову, которая приносила ему молоко, даже не ему, а десятилетиями приносила советским, потом российским руководителям молоко. То есть это рынки, европейские, западные рынки нефти, газа, угля и прочее, прочее. Германия же ноль покупает нефти, газа и угля из России. Ноль. Да, вот это достижение, конечно, потрясающее. Потрясающе. Молодец, да. Мгм. Да, а им же нужны нефтедоллары, всей верхушки. Нужно восстанавливать это все. А как они это будут восстанавливать? Только идя на уступки по украинскому вопросу и по внутреннему российскому вопросу. Потому что с диктатором как каким-то нелегитимным никто дело иметь не будет, ничего у него покупать тоже не будет. Давай вернемся в Германию, где ты находишься. В каком плане? Вот 20 января будет очередной Раймштайн, и уже можно даже ну, и видеть такие эпитеты, что это будет танковый Рамштайн. Ну, то есть переход от болтовни к поставкам реального тяжелого вооружения, которое только и может помочь, о чем генерал Залужный говорил, что нам нужно минимум 300 танков, не помню, 700 БТР, кажется, он сказал. Но Америка ничего сама не делает, Байден ставит всегда на коалицию, это его политика такая, он вот как бы только вместе, извините, ребята. Вот. Значит, и одновременно я вижу заголовки, что Германия не планирует отправлять эти танки «Леопард» в Украину. Там есть несколько штук, может дать там Польша, еще кто-то, еще кто-то. Вот. Но пока вот как-то они мнутся, Шольц такой боевой ястреб, что-то там стоит вот как в очереди у туалета в Макдональдс, вот переминается с ноги на ногу, и решений нет. Видимо, все решения... И опять же я вижу заголовки про то, что Британия рассматривает возможность поставки танков Челленджер 2 и так далее. То есть вот эти разговоры идут, да? По Франции уже дала колесные танки. Вот смотрите, еще чуть-чуть, и появятся гусеницы. Вот колеса, а потом гусеницы. Это, конечно, выглядит все ужасно. Это после окончания этой войны со всех все это будет в учебниках расписано, конечно, с лучшими эпитетами относительно этих руководителей западных, да, мягко говоря. Но мы знаем, как во Вторую мировую войну входили разные страны. Все мы это прекрасно знаем. Сейчас хотя бы все чуть быстрее, чем тогда происходит. Слава богу, хоть так. Вот. Но станет ли действительно этот Рамштайн танковым, на твой взгляд? Будет ли перелом в Германии? Потому что, ну, Польша может сколько-то дать, но Польша фактически прифронтовое государство. Там Беларусь, которые там уже говорят ядерное оружие и так далее. А Германия это все-таки страна второго эшелона, да, и географически. Вот что ты ждешь от этой встречи коалиции проукраинской? Да, я вот сейчас скажу, может быть, немножко более широко. Я вижу, да, ситуацию с поставками оружия с Германии. И, во-первых, все-таки БМП они уже обещали, реально, да. Это уже некий шаг вперед существенный.
Значит, что касается танков, они боятся, и об этом говорил Шольц неоднократно, он не говорит, что мы не будем поставлять. Он говорит, мы одни, первые этим не будем делать. Это, конечно, Они, вообще, знаешь, это как вот пионерские звездочки. Вот пока да, все не соберутся, мы вот не да. начнем тут копать огород. А Да, знаешь вот прям почему? Знаешь почему? почему? Потому что они страшно осторожные люди. Ну, представляешь, вот есть компания людей, подходит хулиган и начинает перед ними махать ножичком. А значит, все говорят, так, Шольц, ты иди вперед, вперед, ты смелый, значит. Не-не-не. Только после вас, Не-не-не, давайте пожалуйста. мы только вместе. Только вот если еще и Байден пойдет, а еще меня Макрон сзади прикроет, ну тогда, может быть, я там и пойду. Понимаете? То есть ситуация такая. Но сейчас в Европе начинается складываться, как я вижу, да, определенный консенсус вокруг этой танковой темы. То есть об этом говорят финны, то есть разные, даже не страны НАТО, не только страны НАТО, и поляки, и вот французы начали поставлять легкие танки. Я думаю, что как бы вот этот консенсус, вот эта общая позиция, когда она сформируется, то в Шольцу ничего не останется, он будет продавать танк. Куда он денется? Вот. Но ему нужно, чтобы сказать, в том числе и своим избирателям, не мы были инициаторами, не мы, вот все Жизнь такая, порешали, жизнь, жизнь нас вот такая, да, жизнь привела к да, этому, Путин, и да, жизнь жизнь, привела к этому, да, да. да, да. Так что вот, конечно, это с одной стороны смешно, с другой стороны печально, конечно. Но героических персон мы сейчас в Европе, да и в Америке, в общем, найти с большим очень сложно, скажем так. Ну вот оба, по-моему, два вице-спикера Бундестага говорят, что хватит уже ерундой заниматься, Да, давайте танки. То есть общественное мнение, в принципе, готово к тому, что раз Путин готов. готовится к наступлению, к своему вот этому китку, то, соответственно, если Европа сейчас не даст защиту действенную Украине, то как это вообще будет выглядеть, да? Ну, как бы, то есть вы отказали в помощи в самый критический момент, говоря, что будете помогать столько, сколько нужно и тем, чем нужно. Но я думаю, что такого не будет. И действительно, этот Рамштайн станет переломным и приведет к какому-то консенсусу. Все понятно, да? Наверное. Ну, я так думаю, что оно так будет, Ну, да? будем надеяться. Вот. Вообще, вот такая тема, как они тоже русские ее часто эксплуатируют, и в том числе русские либералы эксплуатируют всякие вот Мгм. эти записные. Мгм. Усталость от войны, все устают от войны, все устают от войны. Ну, конечно, от войны все устают, и Украина устает от войны, это тоже понятно, да, все устают от войны. Но как бы Путин другого выбора не оставляет. Есть ли как на твой взгляд, у общества и у политиков понимание того, что ну, это все равно он придется оперировать. Если вот мы сейчас это не сделаем. То есть нет ли такой идеи затягивать это до бесконечности, видя, что все равно это порождает экономический кризис, постоянные риски и так далее. То есть вот идея в чем? Решить это побыстрее и вот тогда так. Или решить это помедленней, и тогда вот смириться с тем, что 10 лет вот так оно будет, да, ну в их мыслях такое, да, 10 лет будет тянуться, как Афганистан, но это, правда, не Афганистан, и правда, совсем не там, вот. Мгм. Но вот какая стратегия? Вот это стайерская или спринтерская победит в итоге, ну, в общественном мнении Запада? Вообще, я вижу, скажем так, даже не просто как по каким-то аналитическим статьям, а просто по ходу действий западных стран, что они боятся делать резкие движения. Это знаешь, когда я часто употребляю эту метафору, когда заходишь в комнату, а там змея, да, гадюка. Если ты как-то рыпнешься резко на нее, то она тебя может укусить, в данном случае использовать ядерное оружие. А если ты ее потихоньку придушишь, то она и рыпнуться не успеешь, подкрадется и потихоньку придушит. То есть они душат его без резких Путина движений. Постепенно и в экономическом, и в военной области постепенно увеличивая степень давления. Но эта стратегия, она не спринтерская, но она и не стайерская. Она не рассчитана, конечно, на 10 лет. Я думаю, что она рассчитана на год-два максимум. Я думаю, на год, ну, по большому Ну, то счету. есть Это, это, условно говоря, остаток первого срока Байдена. да, я, кстати, об этом писал. И меня, правда, обвинили люди, что я применяю российский политтехнический или политтехнологический цинизм к святой американской демократии, что у Байдена есть вообще как бы единственный шанс, по сути, что-то продать избирателям перед новыми выборами. Это победа над Путиным. Потому что, ну, мы знаем, популярность у него довольно низкая. Кстати, у республиканцев появился сильный кандидат уже теперь. Не безумный Трамп, который аллергию вызывает в большей части общества, а вполне такой консервативный губернатор Флориды и Десантис.
И, в общем-то, у демократов шансы очень плохие на этих выборах, пока просматриваются. Но если к выборам подадут, значит, поджаренного на медленном огне Путина с корочкой, да, и Байден его публично вместо рождественской или какой-то индейки на День независимости употребит, то это будет резкий ход, то сильный очень ход, понимаешь? То есть он будет как Франклин Делано Рузвельт, человек, изменивший ход истории, человек, победивший Путина. И тогда у него появляются реальные шансы на второй А срок. тут, Так что, может, может знаешь, быть, может даже не так далеко уходить до Франклина Рузвельта, а вспомнить Джорджа Буша-младшего, м, который ну, помстился за башни-близнецы, м, и уничтожил эту угрозу для Америки, и он 2 срока м, пробыл. Хотя многие его называли да, глупым, недалеким там, и так да, далее. Но он стал страшно популярен и ушел популярным президентом. Хотя сначала его многие м, недооценивали и называли слабаком, м, там, глупым, там, да. помню, да. Вот, то есть, возможно, и такие расчеты тоже есть. Но я, как я уже сказал, ну, то есть 2 года это, конечно, максимум. Я думаю, надеюсь, что все-таки должно все за год совершиться. Это удушение змеи или медленное поджаривание на Свиньи. предвыборном американском Свиньи. столе Путина. Да. Ну, Кстати, по-немецки индейка, я вспомнил про индейку, да, рождественскую, это Путин как раз. То есть поэтому Путин может стать в рождественской индейкой смысле? для Путин Байдена. так и Да. произносится? Путин? Да, так и произносится, ну, или почти так. У меня не такое хорошее немецкое произношение, поэтому я не смогу это произнести с точностью, как немец. Но я, когда приехал в Германию первый раз, я смотрю меню такое, там, значит, Путин в ресторане. Я говорю, дайте-ка мне Путина, желательно так хорошо прожарено. Да. Хочу затронуть тему такой уходящей натуры, как русские либералы. Они все еще раздражают украинцев сильно. Они надоедать уже начинают и в западных странах своей болтовней, безосновательной абсолютно. Вот, а как ты видишь, насколько их влияние сохраняется на западный истеблишмент, насколько им доверяют до сих пор после этого скандала с дождем в Латвии, и насколько сильны позиции вот этих хороших русских? Ну, правда, не знаю, там, что там у них хорошего, но, по крайней мере, ни одного прогноза их, который сбылся бы даже относительно России, я не видел ни разу. Вот они честно даже свою страну никогда не описывали, но продолжают давать советы человечеству, как и что делать, значит, при этом имея полностью отрицательный аналитический опыт собственный, да, вот как они себя ведут, слышно ли в Германии, слышно ли их вообще, вот как тебе кажется, все более отчаянное это эхо все отдаляется, или они наоборот сейчас перешли в такое наступление, предчувствуя, значит, конец Путина, и вот там, значит, ну, с одной стороны, там, ну, вот Каспаров, там, Ходорковский, значит, Илья Пономарев вообще тут вот, значит, готовит наступление на Москву, там, как он Ивана. в интервью сказал и так далее. Как это все выглядит твоими глазами? Я просто знаю, что ты ни в какую тусовку не входишь, и ты честный парень, вот как в Техасе говорят. Да. Спасибо, конечно. Но я очень могу сказать, что я нет такого единого субъекта, да, русский либерал. Это люди абсолютно разные. Это, знаешь, Среди это них есть это как морская свинка, знаешь, и не морская, и не свинка, вот. ну, нет, нет, они просто бывают. Это разные абсолютно люди. Есть среди них хорошие люди, честные, есть люди противные, нечестные, есть люди реалистичные, есть люди утопичные. То есть абсолютно разные люди. Они в отношениях друг с другом в основном не в самых лучших. В какой-то степени я не могу, я вот не русский, не либерал. Я вообще человек левых взглядов и еврей, к тому же. Вот. Я такой левый либертарианец, еврей. Ты Но тем знаешь, не вот менее я... все перечисленное как-то не мешает вот то же самое и еще разные другие вариации им считать себя русскими либералами, ходить в косоворотках и бить себя вот до синяков в грудь, что они великие русские какие-то там мыслители, либералы, хотя на самом деле там ну даже копаться не нужно, там кого только нет, но вот русских я почти не встречал вот на самом деле. Да. Нет, ну почему? Есть и русские, если говорить этнические, есть и не русские. По большому счету это ни на что не влияет Не абсолютно. Я, влияет. кстати, обратил внимание, что в этой войне даже у меня, ну, как по знакомым, совершенно не важно, какой человек национальности, даже если, условно, русский он или украинец, важно, где он живет. Вот если он Абсолютно. живет в Москве,
то абсолютно неважно, русский он или украинец, ну, понятно, процент того, что он хороший человек или ватник, он одинаковый в обоих категориях, или евреи, там, в обоих популяциях одинаковое количество ватников и одинаковое количество хороших людей. Вот, значит, что касается этих, да, либералов, так вот они разные, конечно, я с ними, с многими общаюсь, или с нами, с многими, я не знаю, можно меня отнести, нельзя к ним. И люди, и среди них есть хорошие люди, замечательные, есть люди не очень хорошие. Значит, ну так что, как и везде, впрочем, как и везде. Значит, я, так как я, не, скажем так, вхож в российские либеральные круги, но ну, в силу географической точности принадлежности, в силу места рождения, мало общался с украинской политической элитой, там, с людьми, которые журналистами даже, ну, сейчас общаюсь, часто интервью дают, но не близко. Поэтому мне кажется, что в Украине все хорошие, все замечательные, и все просто так суперские. Но, наверное, тоже не так, потому что люди все всегда все разные. Поэтому, что касается какого-то воздействия негативного на политику западных стран со стороны русских либералов, я его тоже не вижу. Его нет просто. И вообще нет воздействия ни позитивного, ни негативного. Так не прислушиваются, их воспринимают как источник, как неких инсайдеров из страны, как источник информации, который рассказывает, что происходит. Которые Они рассказывают рассказывают по-разному. уже последние 10 лет, что Путин завтра умрет, и дают по 100 Это, интервью на это, тему, чем он это болен. Да. особый, не, это особый тип, это секта Соловья это рассказывает. Другие это не рассказывают. Ну, то есть это как бы не очень популярная версия. Она популярна только у секты Соловья, что секты свидетелей смерти Путина. Так что, ну вот. И я еще думаю, что они сыграют, возможно, какую-то роль в постпутинской России, когда как бы, начнется все в разнос пойдет, и начнется война всех против всех. Конечно, либералы могут выскочить и сказать, а мы же говорили, а мы же предупреждали, а что делал Мишустин и Собянин, когда Путин значит, уничтожал Украину и российскую экономику вместе с ней. Они значит, служили Путину, а мы там в эмиграции боролись, да, из кафе писали всякие телеграммы там вперед. Да-да-да, они так интересно себя ведут некоторые. Вот недавно бывший министр экономики Андрей Нечаев что-то там написал про меня в Твиттере. Я ему тут же вспомнил, дружку. Я говорю, ты вообще-то крымнашист. Вообще-то он приветствовал оккупацию Крыма, но сейчас он русский либерал, там всем стадом, значит, они ходят, ждут, что... А ты думаешь, что в случае, ну, грубо говоря, не в случае, а когда произойдет поражение этого рейха, ты что думаешь, там кто-то будет либералов каких-то ждать? Или, скорее всего, там будет военная какая-то администрация? Или что? Или опять они начнут вот эти танцы, ну, а-ля Ельцин, да, вот мы сейчас хорошие, давайте мы сейчас под западную музыку на ваши деньги проведем план Маршалла для России. Какой план Маршалла для России? Ну, вот, короче, да, и Игорь Эйдман пропал с экранов почему-то, я не знаю почему. Вот, но я надеюсь, что он сейчас вернется к нам. Вот, вот, Игорь, не уходи больше. Тебе тем более Я осталось прошу прощения, на меня просто сейчас Я еще понял. другой канал 3 украинский, они мне минуты звонят. осталось, вот даже две минуты. Вот, ну, скажи тогда, ну, Новый год все-таки наступил. Каким ты видишь этот год, чего ты желаешь и конкретно украинцам и крымцам, которые смотрят наш канал, где бы они ни находились? Я не просто желаю, я практически уверен, что этот год станет годом украинской победы, что Украина победит, победит в войне, победит и политически, и путинский режим просто рухнет под грузом своих преступлений, своих ошибок, что не менее важно. И я желаю украинцам стойкости продержаться этот год, и победа будет за Украиной. Я в этом не сомневаюсь ни секунды. Ну, я більше не смію тебе затримувати. Я знаю, що ти поспішаєш. Я вдячний, Ігор, тобі за те, що ти увімкнувся, долучився до нашої розмови. Дуже було цікаво на зв'язку і до нових зустрічей. Дякую тобі за все. Ось, Спасибо, Айбек. Всего доброго. С на Новым все годом. добре. С Новым годом, Відключайся. Украина. Да, дякую. Відключайся. Я ще пару слів скажу нашим глядачам. А, Що я маю сказати? А маю сказати я наступне. Наша телекомпанія дуже вдячна всім, хто нам допомагає в цей час. Дуже важкий для нас, бо ми знаємо, що відбувається. Ми знаємо, на що спрямована більшість наших спільних зусиль. Це перемога, це війна, визвольна війна за повернення Криму в Україну, за звільнення нашого народу, за звільнення всієї України.
за перемогу справедливості над абсолютним злом. І саме в такий час, як би це сказати, найкраще видно людей, які є справжніми. Я закликаю всіх, хто дивиться це інтерв'ю і взагалі дивиться канал АТР, допомагати дієво нашому каналу, допомагати підрозділу кримськотатарському імені Намана Челебіджихана у складі Збройних сил України і через нього, і через інші підрозділи в цілому Збройним силам України, і підтримувати як вільну журналістику, так і нашу фізичну перемогу на реальному фронті. Я думаю, що разом ми можемо подолати будь-які проблеми, але один без одного ми ніхто. І наша армія щодня потребує підтримки, наша журналістика теж щодня потребує підтримки. І якщо ви знаходитеся там десь за кордоном, я думаю, що ви можете знайти і певні кошти, і гроші, і певний час приділити для того, щоб допомогти нашій роботі, і головне допомогти тим, хто наближає нашу перемогу. А ми знаходимося у постійному зв'язку з цими людьми відважними і допомагаємо їм. Не буду казати як, але багато чим допомагаємо і намагаємося наблизити перемогу. Кожен в свій спосіб, що він може зробити зараз. Дякую ще раз вам за увагу і за підтримку. Дивіться АТР, до нових зустрічей.